На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. В начале выпуска о кадровом назначении. Анри Барциц назначен министром юстиции республики. Соответствующий указ подписал сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня. Барциц Анри Львович, выпускник Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Окончил аспирантуру на кафедре конституционного и муниципального права того же университета. Кандидат юридических наук. С 2013 по 2014 годы юрисконсульт правового отдела Министерства образования и науки России. С 2014 года преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права университета имени Кутафина, а затем заместитель заведующего этой же кафедрой. С 2018 года участник различных научных грантовых проектов, публиковал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров. Премьер-министр Абхазии Александр Ангваб сегодня встретился с руководителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Гагарского, Гулрыбского, Чемчирского и Тхорчалского районов, сообщает пресс-служба правительства. Речь шла о проводимой работе ассоциациями в районах, их взаимодействии с фондом инвалидов войны. В частности, обсуждались вопросы обеспечения инвалидов медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы выполнения социальных обязательств государства. Премьер-министр подчеркнул необходимость организации в ближайшее время встречи руководителей ассоциации с руководством фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем. В Пицунде на первом километре Элдзавского шоссе сегодня рано утром произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли 2 человека. Водитель машины Ремиз Агумава, 1991 года рождения, и его пассажир Агрба Алхас, 1990 года рождения. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Спасатели получили сигнал о происшествии в 04:26 утра. Прибыв на место аварии, они при помощи спецоборудования разрезали кузов автомобиля и извлекли пострадавших. Сегодня в реке Басла Сухумского района местными жителями были обнаружены 6 85-миллиметровых артиллерийских снарядов. На место обнаружения прибыли саперы МЧС Абхазии. Боеприпасы были собраны и вывезены в безопасное место для дальнейшего уничтожения. Тестирование или забор биоматериала на коронавирусную инфекцию. В последнее время эта тема ежедневно сопровождает выпуски новостей почти всех мировых информканалов. При этом многие люди очень часто задаются вопросами: как проходит эта процедура, сколько времени необходимо на обработку анализа и насколько можно доверять результатам обследования. Все ответы в материале, подготовленном пресс-службой Министерства здравоохранения. По какому принципу проводится тестирование? Как проходит эта процедура? Такие вопросы практически всегда сопровождают ежедневные сообщения оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Мы попытались ответить на них, а заодно рассказать, как работает единственная в Абхазии лаборатория Министерства здравоохранения, в которой проводятся эти самые тесты. Для тестирования на ПЦР-диагностике основной принцип – это эпид-составляющая. То есть тот человек, который выезжал на территорию, где мог заразиться коронавирусной инфекцией, этот человек подлежит стопроцентному обследованию. ПЦР-диагностика применительно к коронавирусной инфекции служит для выявления инфицированных лиц. Результативность такой диагностики 100%. Если вирус есть, тест-система его покажет. Обмануть оборудование невозможно. Отбором пациентов мы не занимаемся. Это занимаются соответствующие медучреждения. В основном это инфекционная больница Сухумская и Гудаутская больница. К нам поступает уже готовый биоматериал, с которым мы в дальнейшем работаем.
Лаборатория Минздрава работает исключительно с биоматериалом, который собирается в медучреждениях, отправляется в пробирку со специальной вирусологической средой и запаковывается в индивидуальный пакет. Его помещают в холодильник и далее транспортируют на исследование. И тут же информация появляется в базе данных. После сложного микробиологического процесса пробирки помещают в анализатор. Результаты через некоторое время врач видит на экране монитора. Ежедневно в единственной в Абхазии лаборатории могут проводить до 100 исследований. Используется все одноразовое – наконечники, пробирки, перчатки. То есть с уже надетыми перчатками второй раз в лабораторию не зайдешь. У нас весь биоматериал, во-первых, хранится. Это в обязательном порядке. Но отходы от работы, то есть мы отходы выбрасываем в контейнер с дезраствором, последующий мы обратно его дезинфицируем в растворе, и только потом уже мы его отправляем на специальное учреждение, где его утилизируют. Ежедневно сотрудники лаборатории подвергаются опасности, ведь при проверке пробирок они сами могут инфицироваться. Поэтому здесь соблюдают повышенные меры предосторожности. Тут можно находиться исключительно в защитных масках, перчатках, ну и, конечно же, костюмах. В лаборатории нет кондиционеров и вентиляторов, так как циркуляция воздуха недопустима. Только все самое необходимое для работы. Кого именно проверяют на коронавирус? В лаборатории исследуют биологические материалы, взятые по характеристикам у граждан, прибывающих на территории Абхазии. Такой выбор объясняется просто. Медики стараются обезопасить всех, кто будет контактировать с этим человеком внутри республики. Если исследование показывает отрицательный результат, это значит, в данный момент человек не разносит заразу и никого не заражает коронавирусной инфекцией. Если в Республике Абхазия на сегодняшний момент не выявляется новых больных, то это только из-за того, что благодаря усилиям нашего правительства стоит очень серьезный кордон на наших границах. Довольно много структур задействовано в этих мероприятиях, которые просеивают или процеживают, или просматривают каждого человека, который заходит на нашу территорию. Здесь участвует и служба МВД, и служба СГБ, и наша служба, государственная санитарно-эпидемиологическая. Мы отслеживаем каждого переходящего через границу. И только вот этими слаженными усилиями достигнуто то спокойствие, которое сейчас у нас в республике. И вот не хотелось бы ни в коем мере нарушить это спокойствие и потом каждый день подавать или быть вот в этих сводках. Сколько новых людей мы выявили. Или сколько людей мы потеряли только из-за того, что открыли наши границы. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Сегодня вечером из Гудаутской центральной районной больницы выписан еще один пациент – абхазский курсант. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 2 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщила об отмене захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум в 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Дальнейшая работа по организации захода «Князя Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации. Со дня открытия для посещения одной из главных достопримечательностей Абхазии Новоафонской пещеры прошло 45 лет. Удивительное, известное во всем мире творение природы, расположенное в недрах Иверской горы, было открыто в 1961 году местным жителям Гиви Смыр. С тех пор пещеру посетили миллионы туристов, а слава о ней разлетелась далеко за пределы республики. Репортаж Сарии Кварцхеля.
Новоафонская пещера – одно из удивительных чудес, которым щедро одарила природа Абхазию, известна во всем мире. Огромная карстовая полость, ее размеры соперничают с самыми крупными подземельями мира, такими гигантами, как пещера Шкоцианская в Югославии и пещера Карлбадская в США. На северном склоне Накопийской, ныне Иверской горы, на отметке 220 метров над уровнем моря, с древнейших времен существовала бездонная пропасть, стены которой уходили во мрак. Миллионы лет скрывала она свои тайны и была открыта почти 60 лет назад, в 1961 году. Первым попытался спуститься в провал Гивис Мыр, житель Нового Афона. Без специального снаряжения на простой веревке он пытался достигнуть дна пещеры. Увы, длины веревки не хватило, но это не ослабило его любопытство. В том же году была организована первая большая экспедиция. В группу профессиональных спелеологов был включен и юный Гивис Мыр. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, еще не виданных под землей объемах. Так была раскрыта тайна бездонной ямы и открыто настоящее чудо – пещерный комплекс из 9 залов. Туристам, приезжающим в Новый Афон, пещера стала доступна для посещения в 1975 году. А первую экскурсию ровно 45 лет назад провела экскурсовод Лида Хварцкая. Она до сих пор с волнением вспоминает тот день. Первая экскурсия была это официальные люди, работники обкома, горкома, райкома, гости из Москвы, из Перми. Ну, в общем, группа была солидная. Ну, я так справилась, ничего, нормально. Правда, очень я волновалась. У меня прямо ледяные пальцы были, когда я выходила, но тем не менее я справилась, потому что первый секретарь Валерий Михайлович Хинпе подошел, поблагодарил и удивился, что я так это все преподнесла. И вот по искусственному тоннелю прошел первый поезд пещерного метро. На многие сотни метров протянулись огромные, вьющиеся причудливыми меандрами галереи. Наверное, даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы. Невообразимо разнообразен ландшафт пещеры. От хаоса сумрачных нижних залов до красивейших сталактитовых дворцов. Имеет удивительную акустику, неповторимую гармонию звуков, бесконечную красоту и разнообразие уникальных кристаллических образований. Поражает воображение человека своими причудливыми формами натечных образований в виде драпировок, занавесей, застывших водопадов, повисших в медленном движении медуз, которые создают гармонию в форме цвета. В наши дни тысячи туристов ежегодно посещают Новый Афон. Пещера обязательно входит в их экскурсионный маршрут. Годы напряженного труда понадобились советским строителям, чтобы туристический объект стал одним из самых посещаемых на Черноморском побережье. В зимний период времени есть свой график. Мы работаем 4 раза в неделю. И в летний период это с 1 июня по конец сентября, даже по середину октября мы работаем каждый день без выходных. 9 залов в Новоафонской пещере, из них 6 подлежит экскурсионному маршруту, 3 не подлежат, они оставлены на исследование. Зимний период времени ложится, конечно, на новогодние праздники. Новогодние праздники до 4-5 тысяч практически каждый год посещали Новоафонскую пещеру. Летом поток существенно побольше, в зависимости от месяца, июль-август, до 2500 человек в день. Сегодня Новоафонская пещера закрыта из-за пандемии коронавируса. Однако, как только в стране возобновится туристический сезон, Новоафонская пещера вновь откроет свои двери для посетителей. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуме будут пресекать самовольное строительство. Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр столицы Беслан Эшба. Об этом сообщается на официальном сайте столичной администрации. Беслан Эшба поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях, которым предписано незамедлительно сообщать главе администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования. Сегодня, после снятия ограничений, все дошкольные образовательные учреждения Абхазии возобновили свою работу. В каком режиме работают детские сады и как ведется прием детей, расскажет Алика Трапш.
Впервые после карантина столичные детские сады распахнули свои двери для маленьких воспитанников. Этому событию, безусловно, рады как малыши, так и воспитатели. Почти 4 месяца работа детских дошкольных образовательных учреждений была приостановлена. И вот после долгой разлуки малыши спешат в детсады к своим друзьям и воспитателям. Маленькая Ева Ягеллу отмечает, что сильно скучала по воспитателям и играм с друзьями. Я скучала по друзьям, по садику, по воспитателю. Мне нравится, как мы здесь играем. Мы играем в картошку. Еще мы играем в догонялки. В столичном детском саду «Аляс» следуют предписанным правилам приема детей. Воспитанников встречают у входа, измеряют им температуру тела. Родители на территории дошкольного учреждения не пропускают. В случае каких-либо признаков простуды у детей их отправляют домой. Сегодня все пришедшие малыши были здоровы. Я скучала по моему садику. Мы здесь играем, танцуем, поем и ходим на физкультуру. Всего в «Алясе» 174 воспитанника. Практически в каждой группе от 30 до 40 детей. Однако в первый день открытия после карантина в детсад пришли всего 58 малышей. У меня 38 детей, но сегодня пришло всего лишь 10 человек. Начало недели. Лето, море, кто-то у родных, кто-то, может, пока еще побаивается приводить детей. Но я думаю, что к пятнице наше количество заметно возрастет. Дети рады, утром не капризничали. Только один малыш мой очень был расстроен, а все остальные пришли довольно счастливые. Дома не сидеть, с детьми веселее. Так что мы рады друг друга видеть. Следует отметить, что в целях профилактики здесь проводят соответствующие мероприятия санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического характера. Каждые 10 минут мы должны проветривать групповые комнаты. Вот если в зале идет занятие, то по физкультуре, то музыкальное занятие, да, мы стараемся после того, как одна группа уйдет, спускается нянечка этой группы, все вытирает влажной тряпкой, влажную уборку делает. 10 минут мы проветриваем, потом заводим следующую группу. В детском саду детей кормят 3 раза в день, поэтому все необходимые продукты питания были завезены заблаговременно. Нам в субботу и воскресенье завезли продукты. Теперь сегодня мы кормим как раз теми продуктами, которые завезли. Жаловаться не могу, потому что еще сегодня и завтра еще будут довозить. Но мы сейчас приблизительно на неделю вот посмотрим, как будет. А дальше еще будем давать заявку на продукты, на дезинфицирующие средства. В другом столичном детском саду «Фиалка» сегодня дошкольное учреждение посетило всего 67 человек. Сразу же с приходом детей большой двор сада наполнился детским смехом и веселым шумом. Вместе с воспитателями дети делали зарядку, играли, рисовали. Скачут зайки на лужайке, щиплют травку, прыгают. Волк идет, разбивайте зайчика куда? Малыши признали, что с нетерпением ждали встречи с друзьями. Я рад, что увидел своих друзей, и рад, что я в садик пришел. Мы здесь танцуем, играем, лепим и рисуем. Я скучала по своему другу Баграту, и я рада, что я его увидела. Я скучал по садику, я рад, что своих друзей увидел. И дружу с ними, и играю. Еще во время карантина руководство и воспитатели детского сада «Фиалка» проводили соответствующие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Конечно же, и сейчас эти работы продолжаются. Детский сад «Фиалка», можно сказать, что на 100% был сегодня к открытию, к такому большому празднику, спустя 4 месяца был готов. Все нормы, которые были предписаны детским садам, все были предусмотрены. С помощью управления образования у нас не было никаких заминок, что касается дезинфицирующих средств и питания детей. В Сухуми 13 детских садов подведомственных управлению образования столицы. 6 июля все они возобновили свою работу. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Накануне для выпускников 18 школ Гагрского района состоялся выпускной бал. Торжественный вечер посетил министр просвещения и языковой политики Инал Габеля. До начала мероприятия его участники возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем выпускники с флагом в руках торжественно прошлись по живописной аллее у подножия горы Мамзычха до набережной, где их с трепетом ждали преподаватели, родители, горожане и, конечно, долгожданный красочный праздник. В этом году в Гагрском районе более 250 выпускников, среди которых и 2 медалиста – Дамей Хагба и Рада Сагария. Дорогие выпускники, вот и наступил этот долгожданный день.
Перед вами открывается новая жизнь. Желаю вам зеленого света на пути, удачи, благополучия, в добрый путь, дорогие выпускники. Выпускные школьные экзамены позади. Во всех средних учебных заведениях прозвенел последний звонок. Приближается пора вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Перед выпускниками стоит непростая задача выбора профессии. Абхазский государственный университет готов к приему абитуриентов. ВУЗ предлагает немало интересных и полезных направлений. В преддверии начала вступительных испытаний к будущим студентам обратился ректор АГУ. Смотрите обращение академика Алеко Гварами сразу после новостей в рубрике «Агуанагара». 7 и 8 июля в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чамба состоится премьера спектакля «Цилиндр». Комедийная пьеса итальянского драматурга, актера и режиссера Эдуардо де Филиппо начинается как легкомысленная, продолжается как фарс и заканчивается как абсурд. Поставил спектакль молодой режиссер, выпускник театрального института имени Щукина, стажер Вахтанговского театра Бинар Кове. Эдуардо де Филиппо – это был великий драматург, режиссер. В произведениях Эдуардо де Филиппо нельзя спрятаться за современные стилизации. Там существует школа актерского мастерства и школа режиссуры. Так и в его драматургии он затрагивает вечные темы, темы нравственности. Это моя первая работа в качестве режиссера в Абхазском государственном драматическом театре. Художник этого спектакля Батал Джопа. В выборе актера у меня не составило большого труда, так как я работаю в этом театре в качестве актера. «Вдохновение» – так называется выставка работ молодого сухумского художника Анатолия Кочалова, прошедшая на столичной набережной минувшие выходные. На экспозиции было представлено 30 живописных и графических работ. Каковы главные мотивы творчества художника и как он обрел свой узнаваемый стиль? На выставке побывали и наши корреспонденты. Репортаж Эсмы Гуланзе. Вдохновением – особенное состояние души, в порыве которого начинает творить художник. Без этого обязательного ингредиента любое творчество невозможно. Поэтому у каждого мастера своя муза и свой особый почерк и стиль. Так выглядит вдохновение молодого сухумского живописца Анатолия Кочалова, чья выставка открылась в парке на набережной возле маленького фонтана. Краски лета вдохновляют после деревья, птицы, поющие по утрам, море, разные состояния, там, небо, облака, все влияют. Общение с людьми, например, выходя утром в 8-9 утра, я возвращаюсь домой иногда за полночь, иногда поздно ночью, потому что рисую на главном бульваре, рисую своих друзей, знакомых. Всего на выставке было представлено 30 работ. Это картины о местах, где художник побывал, и о людях, с которыми ему довелось познакомиться. Узнаваемые образы в сочетании с игрой света и тени, объем и сложная экспозиция умело переплетаются на полотнах. Все работы по-своему интересны. Здесь есть и портреты, и пейзажи, как живопись, так и графика. Чувствуется, что автор взрослеет, обретает свой собственный стиль и находится в поиске интересных тем. Пожалуй, самый частый мотив – это шахматы. Картин, посвященных этой теме, у Анатолия около сотни. Настолько ему нравится наблюдать за процессом игры и ее участниками. А порой художник и сам не прочь сыграть несколько партий. Формат у нее и не очень большой, и не маленький, но она многим людям, многим моим друзьям, знакомым понравилась, также и художникам. Много отзывов от зарубежных и российских друзей. Как рассказывает молодой художник, сколько себя помнит, он рисовал. Постепенно, осмысляя и находя свое место в живописи, пробовал разные жанры и учился. В этом году Анатолий Кочалов окончил Сухумское художественное училище и теперь надеется продолжить учебу. Во всех начинаниях его всегда поддерживают друзья и старшие товарищи. Есть работы, которые вот прям мне очень нравятся. То есть, видимо, у нас на какие-то вещи с ним общий взгляд. Я не как художник рассуждаю, а как просто любитель, скажем так. Прям вот не просто нравится, а вот прям вот за живое, я бы сказала. Поэтому и только очень многие оценивают как перспективного художника, и именно художника, который не пародирует кого-то, ни под кого не подстраивается,
а именно у него есть вот свой почерк. Яркие полотна привлекли не только друзей и поклонников таланта художника, но и тех, кто просто вышел на набережную подышать свежим воздухом. Вот эта картина понравилась. А почему она тебе понравилась? Потому что тут море, я люблю купаться. А ты тоже любишь купаться? Я хожу на рисование, я тоже хочу так научиться рисовать. Толя Качалов, один из наших любимых сухумских художников. У него уже такой свой сформировавшийся стиль, можно сказать, сухумский. Все его работы теплые, яркие, насыщенные. У меня, конечно же, есть любимые работы Толика. Я очень люблю серию шахматистов и серию пингвина. Очень здорово, очень стильно. Мне нравится, что его работы такие интерьерные. Выставка была открыта всего один день, однако успела впечатлить зрителя. Хочется надеяться, что подобные экспозиции еще не раз украсят столичную набережную. Вообще традиция уличной выставки появилась в Абхазии давно. В 1985 году была организована первая выставка на открытом воздухе. И она очень полюбилась жителям столицы. Конечно, люди приходят сюда не просто для того, чтобы приобрести картину или посмотреть на нее. Они фотографируются, они общаются с самим художником, они делятся мнением. Поэтому такие пространства необходимы в нашем городе, ведь именно они создают неповторимую атмосферу. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии малооблачно, сохранится удушливая, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 31-36, температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.